Ну, университет является соорганизатором Северного форума устойчивого развития. И, конечно, мы ожидаем большего, да, чтобы наш форум стал действительно хорошей международной площадкой для общения народов, которые населяют северные территории. Действительно, развитие Арктики, северной территории актуально для всего человечества. Да? И наш университет, который готовит кадры для Арктики, который делает науку для Арктики, для развития всего северо-востока нашей большой страны. Для нас это очень важное мероприятие. Нам очень отрадно то, что к нам на форум присоединяются почти все послы, много стран. Ну, мы еще через 3 дня еще рефлексию сделаем, да, обсудим, чего мы достигли. В рамках форума пройдет достаточно много мероприятий, это более 70 мероприятий различного характера. Мы постарались подготовить форум, чтобы он был действительно вот таким интенсивным, энергичным, чтобы это была действительно дискуссионная площадка, а не просто люди сюда приехали со своими докладами, да, и представили свои доклады, наработки. Это, я думаю, это будет достаточно хорошо, но когда сюда приезжают действительно эксперты, хорошие ученые, это руководители, это правительственные организации, общественные организации, и обсуждают боль или развитие Арктики, для нас это очень важный момент. Ну, надеюсь, площадки будут жаркие, интересные. Ну и еще один момент, это веяние времени. Мы очень рады тому, что именно проект нашего университета совместно с нашими коллегами, проект цифровизации культурного наследия народов Севера, стал одним из основных проектов, который будет представлять нашу страну, Россию, да, во время председательства в Северном Арктическом совете. Ну, надеемся на то, что 3 дня пройдут очень интересно, интенсивно, и желаю всем активного участия, обсуждения актуальных тем. Да, это немного неожиданно. Вот, и с одной стороны очень почетно, но очень ответственно. Потому что нести Арктику, ну, мы из того поколения, которое жило Арктикой. Героями Арктики, папанинцами, челюскинцами, великими амундсами, нансенами. Вот. Мы играли в полярников. Вот. Даже весной на льдинах плавали, изображая себя папанинцев, будто мы дрейфуем по Ледовитому океану. Вот. Ну и вот тот дух,
полярников, вот это единение их, потому что люди постоянно пребывали в экстремальных условиях, они понимали, что такое дружба, они понимали, что значит взаимодействовать, что значит выручать друг друга. Вот это вот надо донести. Вот это главное посольская, я считаю, моя обязанность донести для всех современных людей, чем жили мы тогда и чем жили они тогда, раньше еще нас и в наши времена. Поэтому вот этот арктический или полярный, северный, дух северян, это идеология наша, культура наша северная, она должна дойти до всего мира. И, в общем-то, сейчас уже я слышу, многие признают о том, что север может стать новой, так сказать, Меккой и новой идеологией вообще развития человеческого сообщества.